что закрылись избирательные участки, стали известны данные экзит-пулов, согласно которым в Риге и многих других городах определились победители. На выборах в Риге наибольшую поддержку получил объединенный список Центра согласия «Честь служить Риге». Согласно данным экзит-пулов, за них проголосовали более 52% избирателей. Опросы на выходе с избирательных участков проводили агентство «Лето», Рижский университет Страдания, Латвийское телевидение, Латвийское радио при поддержке Центра социальных исследований СКДС. Рига, рижане – это вопросы хозяйственные. Мы с самого начала попытались свою предвыборную кампанию поставить на хозяйственные рельсы. Не получилось. Перевели это все, причем усилиями прежде всего единства, перевели это все на национальную тему. Но канализация, как ливневая, так и обычная, к национальным вопросам имеет достаточно отдаленное отношение. Поэтому будем работать, будут нам грамотно оппонировать, будем грамотно отвечать, улучшать свою работу. Я думаю, надеюсь и верю в то, что рижане сегодня победили. По данным опросов, за национальное объединение ВИСУ Латвии ТБ ДННЛ проголосовали более 23% избирателей, за единство 15%, а остальные партии не преодолевают 5% барьера. С точки зрения политологов интересен также перевес нацблока над единством, причем отрыв достаточно велик. Профессор Ойер Скудра отметил в интервью радио Болтком, что поражение единства на этих выборах – это личное поражение Сармит Элларте. Поражение Элларте очень болезненно, и ее личное поражение – это пункт первый. И поэтому избирателю Веноты бы ничего другого не оставалось, как голосовать за Байбу Броку. В свою очередь политолог Ивита Кажика считает, что на фоне Элларте очень выигрышно смотрелась Байба Брока. Она назвала ее новой звездой латвийской политики. Брока – это один из их самых сильных ресурсов, это новая звезда латвийской политики, которая, конечно, могла бы стать лицом нового национального объединения. Но вопрос в том, смирятся ли с нею те люди, которые все-таки действительно считают, что Латвия должна развиваться по более радикальному вектору. Учитывая результаты опроса избирателей, кандидат в мэры Риги от нацобъединения ВИСУ Латвии ТБ ДННЛ не исключает возможность работы в оппозиции. Она считает, что надо дождаться окончательных результатов, так как есть еще возможность, что показатели будут другими. Ja izstāsta tā, ka tomēr paliek joprojām koalīcija saskaņas centrs un gods kalpot Latvijai, tad mēs strādāsim kopā ar vienotību opozīcijā. Mēs būsim spēcīga opozīcija, mēs strādāsim konstruktīvi. Protams, attaisnojot mūsu rīznieku cerības, visi lēmumi, kas atbilst mūsu uzstādījumu, mūsu programmu, protams, mēs visu atbalstīsim, mēs piedāvāsim arī savu redzējumu koalīcijai. Un es domāju, ka apzinoties tās vajadzības, kas rīzniekiem ir un kopīgi strādājot, mēs patiešām šajos 4 gados spēsim izdarīt visi kopā daudz labas lietas rīzniekiem. Что касается явки, она была довольно низкой. Избиратель устал от политики, говорят политологи. Политики же сетуют на погоду. На выборах до 22 часов на избирательные участки пришли только 33,65% избирателей. Это в численном выражении 502 050 человек. С учетом досрочного голосования, самая высокая явка избирателей сегодня зарегистрирована в Риге, где проголосовали более 52% избирателей вместе с предварительным голосованием. По этим данным, Центр согласия «Честь служить Риге» получает в Рижской думе 34 депутатских места, ВИСУ Латвии ТБ ДННЛ 16, единство 10. Эксперты полагают, что достаточно много оказалось избирателей, которые на выходе из участков не пожелали ответить на вопрос, за кого голосовали. Можно допустить, что некоторая часть латышей стесняется признаться в своих симпатиях к Центру согласия, полагают социологи. Так или иначе, они успели огласить первые результаты экзит-пулов, как в центре Риги прогремел праздничный салют. Кто праздновал победу, а может быть с честью признавал поражение, осталось к полуночи секретом. Но было красиво. Наталья Михайлова специально для Микс ТВ.